НАБУ уличила экс-премьера Украины Яценюка в торговле депутатскими мандатами. Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Ведомство полагает, что в 2012 году он, являясь нардепом, получил взятку в размере 6 миллионов долларов. Как сообщили в НАБУ, правоохранители полагают, что взятка была передана экс-нардепом Игорем Скосарем за проходное место в избирательном списке «Батькивщины» на выборах парламента в 2012 году через соратника и однопартийца Яценюка Николая Мартыненко. Дело открыто по решению Высшего антикоррупционного суда, который обязал начать расследование упомянутого факта. По мнению заявителя, речь идет о нарушении части 4 статьи 369 Уголовного кодекса «Дача взятки должностному лицу в особо крупных размерах». Немаловажно, что Яценюк даже среди соратников имел прозвище «Сеня, деньги вперед». В августе 2012-го к Тимошенко обратился с открытым письмом Василий Базев, соратник лидера Народного руха Вячеслава Черновила и заместитель главы администрации президента при Кучме. Он утверждал, что ему предлагали заплатить за место в списке «Батькивщины» 7 миллионов долларов. Мне сообщили, что условия присоединения к объединенной оппозиции, которая ведет смертельную борьбу с режимом, объявит ваш заместитель на свободе Турчинов. И вот пришел посланец от него и молча нарисовал мне на бумаге цифру 7. Потом смял бумажку, изорвал ее на куски и сжег. Правду говоря, я и не сразу раскумекал эту пламенную пантомиму, так что мне расшифровали на чистом демократическом языке. За место в команде, то есть в списке партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», я должен заплатить Турчинову 7 миллионов долларов, отметил Руховец. Данный факт нашел подтверждение уже после совершения госпереворота в 2014 году. Новая власть досрочно распустила парламент, а народный депутат Игорь Скосар рассказал журналистам, как и при каких обстоятельствах он приобрел свой мандат. Нет никаких тайн. За место в списке «Батькивщины» я заплатил деньги – 6 миллионов долларов. Платил непосредственно Николаю Мартыненко, который получил добро от Яценюка и Турчинова. Те присутствовали на переговорах при согласовании суммы. Деньги в несколько траншей отвозил в штаб фронта перемен, заявил парламентарий. По словам Скосара, подобным путем в парламент через оппозиционные списки попали тогда более 15 человек, что позволило Яценюку и Турчинову заработать как минимум 90 миллионов долларов. Деньги платили большие, потому что нам гарантировали, что Верховную Раду не распустят, ведь нет зато законных оснований. И 5 лет депутатства гарантированы, возмущался нардеп. В связи с этим заявлением в июне 2015-го было открыто уголовное дело, а в январе 2016-го его передали в НАБУ. Правда, ненадолго. В конце концов, оно было вновь перенаправлено в ГПУ. Почти год там длились следственные действия, а Скосара даже проверили на детекторе лжи. Но, по сути, реального хода делу не дали, ибо режим Порошенко не был заинтересован рушить коалицию блока Порошенко с Народным фронтом. Да и сам президент, как известно из показаний бывшего нардепа Александра Онищенко, налево и направо торговал местами в своей фракции. Начни он за это войну против ненавистного ему Яценюка, а именно так и обстояло дело, сам Яценюк мог бы многое порассказать про Порошенко. И поэтому этот эпизод в политической биографии тогдашнего премьера просто замяли. В 2017 году дело о взятке было закрыто из-за отсутствия состава преступления, о чем сообщил нардеп Дмитрий Добродомов. А уже в мае этого года Скосарь объявил, что забыл обстоятельства скандальной истории. Но теперь, видимо, придется вспомнить.